Многие мужчины, вырастая, все равно продолжают играть в войнушку. Только она уже совсем другая, и называется она страйкбол. Всем привет, меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы узнаем, что же это такое, посвятим всех наших телезрителей в нюансы этой игры, в историю ее создания. Ну и, конечно же, узнаем, как все это происходит и почему взрослые мужчины любят бегать с детскими игрушечными автоматами. Будьте с нами в течение всего нашего эфира, и вы узнаете это самые первые. Испытано на себе. Страйкбол – популярная игра, в которую играет вся планета. Это захватывающий вид спорта, который требует внимания, умения строить стратегию и тактику, учит моментально принимать решения, думать и быстро реагировать на изменения на поле боя. Игра – отличный вариант для веселого времяпровождения в компании. Подходит для тех, кто ценит оружие и всю военную тематику, а также честность, ведь страйкбол – это игра для честных. Испытано на себе. Страйкбол пришел к нам из Японии. После окончания Второй мировой войны Япония не могла проводить учения и пользоваться настоящим боевым оружием. Поэтому они придумали оружие игрушечное, где вместо настоящих пуль они ставили пули из пластика, которые изготавливаются из специального материала, который не может убить, но может доставить человеку неприятные ощущения при прямом попадании в тело. Такое оружие позволило японцам официально и вполне легально заниматься военной подготовкой. Ну а затем эту оригинальную идею подхватили и другие страны. Испытано на себе. Страйкбол старается максимально приблизить атмосферу и антураж боевых условий, чтобы у игроков сложилось ощущение, что все происходит в атмосфере реальных боевых условий. Например, надо захватить базу, удержать местность, ликвидировать всех врагов и не подпустить их к определенному участку. Для каждой игры устанавливаются свои сценарии, которых надо придерживаться. Сегодня у нас игра «Аслан 2.0». У нас сегодня война с наркокартелем Синалова, с его одиозным, получается, лидером. Против них будут играть армия США и спецслужбы, которые занимаются именно борьбой с запрещенными веществами. Получается, вот сзади меня там мост, это река Рио-Гранде. И вот как только мы ее пересечем, уже получается, мы уже на сопредельной территории, и уже там начнется война. Сегодня у нас открытие сезона 2022 года. Это значимое событие для всего якутского страйкбольного сообщества. И что еще могу сказать? Сегодня очень много людей. Давно так не собиралось. Сегодня около 150, по примерным подсчетам, около 150 бойцов, две стороны. И сегодня игра будет интересна. Я думаю, что интересная, как организатор, но я думаю, что всем понравится сегодня. И предатели... вообще, сам вот именно сезон страйкбола, какая у него длительность? Мы играем только в плюсовую температуру. У нас неофициально начинаются игры с апреля месяца, где-то в первых чисел, и играем до конца сентября. И у нас закрытие получается где-то в середине сентября, торжественно закрываем сезон, а начинаем мы его традиционно в последнее воскресенье мая, то есть сегодня. Вы разыгрываете сценарии на открытых площадках или же все-таки есть какие-то заброшенные здания, другие локации? К сожалению, локаций для игры страйкбол в Якутске очень мало. Есть полигон 6-го калибра, там воспроизведено городской бой, а в основном большие игры у нас проводятся на местности. Это либо здесь, Владимировка, заброшенная воинская часть, на Табаге тоже играем, и на Новоцерском тракте. А вот что привлекает взрослых мужчин играть в войнушку? Я сюда попал случайно. 12 лет назад, в 2010 году, меня друг позвал поиграть. С тех пор я здесь бегаю, прыгаю, организую какие-то игры. А за других не скажу, но для меня это отдушина, выйти из скучного офиса, почти все здесь офисные клерки, и как-то расслабиться в кругу друзей.
покрасоваться, что-то новое продемонстрировать. И почти настоящая, ну не то, что почти настоящая, а имитация боевого оружия, ну это же мужское дело, это не игрушки. Как главный судья, какие есть определенные правила, какой-то, может быть, регламент, какой-то, может быть, моральный кодекс у этой игры, которые запрещается нарушать? У нас есть свод джентльменских правил. Ну, у нас как такового такого устава или что-нибудь нету, но джентльменские правила. Не стрелять в упор, признаваться при любом попадании в любую часть тела, даже если тебе в мизинчик попали, то есть ты поднимаешь руку, говоришь убит и уходишь спокойно на точку, где ты возрождаешься. И, ну, в принципе, правил очень много. И они касаются как оружия, сколько оно должно выдавать, метров в секунду, как скорость и тому подобное. И, ну, но они, как я сказал, уже джентльменские. То есть их нужно соблюдать, потому что, ну, Иначе можно подорвать репутацию. да, репутацию, да. И вот 12 лет зарабатывал репутацию, и про тебя сказали, что ты бессмертный, то есть ты не умираешь. Это, извините, это очень плохо. Это позорно. Это позорно. Ага. А вообще возрастная категория участников? Ну, вообще плюс 18 по правилам. А так, в основном, ну, среднего возраста от 25, ну, мне, например, 36. И, вот. Есть старшие этого возраста? Есть старшего. Вот у нас сегодня глава картеля, ему под 40 лет, больше 40 лет, и он из них... Пабло Эскобар сегодняшний, да? Да, Пабло Эскобар, он, ну, тоже довольно возрастной. Я так понимаю, это тот, который в белом пиджаке Да, проскакал, да? да. Ну, по-моему, так и должен выглядеть. Да. Этот Пабло самый Эскобар так Пабло должен быть, Эскобар. да. Но сегодня его должны как раз-таки обнаружить, обезоружить уничтожить. и представить за козу. Нет. Перед законом, нет? Нет. Сегодня уничтожить. Это первое правило якутского страйкбола. Если ты видишь вот этого человека, ты должен в него стрелять, потому что все равно что-нибудь придумает. Обхитрить. И обхитрит, да. Ну что, друзья, попробуем тогда сегодня. Истинные страйкболисты постоянно улучшают свое снаряжение, но есть свой базовый набор, который в себя включает пластиковые пули, мощные ботинки, защитные очки, защитная экипировка, защитные перчатки, хорошо сидящая военная форма, оружие максимально близко к реальному. Так, значит, у нас используется обязательно защита, очки для защиты глаз. То есть шарики летают, в глаз попадают, будет очень больно, в лучшем случае. В худшем может выбить глаза. Поэтому обязательно носим. Не снимаем. Очки можно снимать только в зоне мертвяка. Это где? Это я пойму, это будет как-то обозначено? Это будет обозначено, они на карте обозначаются, мы покажем где. То есть только там, даже если в лесу там запотеет что-то, нет, нельзя. То есть в крайнем случае можешь там отвернуться куда-то так, чтобы вот это быстро там что-то прочистить и одеть. То есть не снимать. То есть это основное правило. Держи. Уже надеваю, да? Ну, можешь пока так, на этот. Так, Они большие. смотри. Окей. Вот другие очечки есть. Так лучше? Да, они более плотно прилегают. Хорошо. Ага, спасибо. Да, вот эти, да? Так, ремень. Подсумок для сброса. Сюда скидываешь магазины. То есть, чтобы не засовывать их куда-то, не искать место, просто скинула, достала новый. Это убыстряет, во-первых, игру, работу с автоматом. Кроме того, ты всегда знаешь, что тут у тебя уже пуль нету. То есть ты не будешь искать по подсумкам, какой у тебя полный, какой у тебя там не А полный. полный где будет лежать? А полный идет вот в таком подсумке. Тройной. Вот здесь? Да. То есть у тебя 3 магазина будут запасных, один уже в автомате. Нормально? Да, вообще хорошо. Все. Так, это вот... Нет. Ну, можешь так сдвинуть просто. Можешь подвинуть, подожди-ка, что-то зацепилось. Вот тут оно. Всё, есть. То есть, как удобно себе размещаешь на бок. Обычно. Они как-то закрепляются здесь, чтобы Да, оно вот сейчас эти покажу. запасные магазины не Так, по выпали? удобству себе выстави. Нет, нормально, все хорошо прям. Ты ж правша? Да. Отлично. Так, сами магазины. Сколько Выглядят тут так. этих? 120. 120 выстрелов. Да. В одном. Вот он вставляется. И вот так вот фиксируется резинкой, чтобы не выпали. А, вот она для чего. Вот видишь, они вот так вот, да. Они не выпадают. Ну да. Очень даже. Вот, ну и остальные. Сейчас их снарядить надо. Снарядим сейчас чуть позже. Так, автомат. Автомат
У тебя АКСУ 74. АК-74О. Или, как ее называют, Ксюха. Ксюха. Моя сегодня подруга. Ксюха боевая. Магазин пристегивается следующим образом. Вот тут есть зуб, так называемый. Вот за эту вот часть цепляешь, и потом просто на упор и давишь. Чтобы Как снять снимаю? вот клапан, Да. нажала, вынула. Отогнула. Можно, да, попробовать тогда Да, сейчас? сейчас. Показываю еще раз. Вставила зубом, защелкнула, сняла. Вот. Правило обращения с оружием. На спусковой крючок палец ставится только когда стреляешь. То есть вот ты стоишь, у тебя палец вот так. Начинаешь стрелять, он у тебя, видишь, ушел. Убираешь, тут же палец ушел. Все, пробуй. Так, подмышку. Да. Вот. Сняла. Не спеши. О, надела. А вот так сняла. Все? Вот это я поняла. Да. Следующий момент. Ну и тоже. Старайся только когда стреляешь направлять в людей, в обычном построении так на людей не направлять. Затвор передергивать не надо. У нас тут находятся элементы управления автоматом, то есть там подкручиваешь его, кучность и так далее. То есть это, в принципе, техническая зона. Не надо передергивать. Переводчик огня. Сейчас он на предохранителе. Что такое переводчик огня и что такое огонь? Ну, стрелять, чтобы это открывать огонь. То есть, чтобы производить выстрел. Вот. У тебя тут сейчас на предохранителе. Если в самый низ, это одиночный выстрел. Знаешь? И среднее положение, это автоматический огонь. Вот он у тебя. То есть ты, когда находишься где-то в безопасной зоне, не собираешься стрелять, палец убрала, этот на предохранитель. Выходишь там в зону проведения игры, переключаешь либо на автоматический огонь, либо на одиночный. Вот. А это больно, когда попадают? Если издалека, то нет. Если впритык, то да. Ну, в упор же, насколько я знаю, стрелять не Мы в лесу, рекомендуют. поэтому вряд ли кто-то в тебя в упор будет стрелять. Так, вот это серединка. Щелкнул. Видишь, щелкнул. А, он щелкнул, это у меня огонь, Вот. получается. Автоматически. Автоматично. Ой! А вот до конца это одиночный. Так на предохранителе. То есть вот здесь я ничего не делаю. Все, хорошо, понятно. Ну и ремень, то есть, чтобы его вешать, соответственно. Вешаешь через шею его обычно, так удобнее. Вот он у тебя висит. То есть, соответственно, у тебя хватает длины тогда, чтобы его поднять. И это вот. Вот так вот. Все, хорошо. Попробуй. Ну, он тяжеловат, конечно. Ну да, не легкий. Вот такие пироги. Испытано на себе. Сейчас тоже. Вот, короче, его. Смотри, вставляется вот сюда, до упора. И вот с помощью этой штуки, ой, Как шприц? как шприц, они заряжаются вот. Тут как раз один лоудер, это примерно один магазин. То есть это дополнено заполнено. И просто вот его до конца туда. Ну как это может быть один магазин, если вот этот магазин, с которого мы ссыпали, он не опустил до конца? Нет, магазин вот тут вот один, вот тут. И как ее закрыть? Выкидываешь его, все. И теперь подсумок вот он. Раз магазин, ну, остальные сама. Пролезай. Так? Да. Пускай. А почему так тяжело? Потому что 10 килограмм. Вот это окей. А без него же можно обойтись? Или лучше без него не обходиться? Наркоманы. Поэтому мы бегаем в этом штуке. Ой, это прям... Ой, Это прям сильно. это прям тяжело, да. Да, чувствую, меня это застрелят первую. Ну, и я не думаю, что я убегу, я
Я даже скрываться особо не умею. Я буду бегать там, наверное, кричать там. И убежала куда-нибудь в кусты. И потом... И все. В страйкболе нет серьезного судейства, так как очень сложно доказать, в кого попали, а в кого промазали. По этой причине между игроками применяется моральный кодекс. Если его нарушить, то можно подорвать доверие к себе и ко всей команде. Но все же некоторые рамки и правила в страйкболе есть, и они заключаются в следующем. В страйкбол могут играть только лица старше 18 лет. Обязательно применение защитной экипировки для тела и глаз. Запрещена стрельба в упор. Запрещено носить страйкбольные пистолеты, винтовки, автоматы и другое оружие в общественных местах. В случае, если игрок переходит в зону, где могут быть обычные люди, он должен отстегнуть оружейный магазин и отстрелить последний патрон в воздух. Всегда быть порядочным и честным игроком. Эти правила – основа любой хорошей игры, в которую играют, кстати, не только парни. Я пришла сюда случайно. Так, как сказать-то? Ну, я думала, как бы, заниматься этим, но, как бы, случайно все это вышло. И захотела поиграть, и все, я здесь. А что привлекло именно? Это какая-то эмоциональная разрядка, которая не дает, вот как все же говорят, женское дело. Это кухня, дети, семья, носки вязать, штопать, какие-то там пеленки стирать и прочее, прочее. А тут девушка бегает с автоматом в полной боевой выкладке. Да, то есть это гораздо лучше разряжает эмоционально? Да, конечно, вообще, всем советую. На женственность это не влияет никак? Нет, никак нет. Уверена в себе. Во-первых. И во-вторых, как бы, ну, это как бы физическая нагрузка тоже. Поможет похудеть, побегать туда-сюда. Да. Парни, которые узнают о вашем увлечении, как они это воспринимают? Вообще нормально. Поддерживают. Да. Нет такого, что они, наоборот, стараются сторониться? Нет, нет такого Ей нет. лучше не хамить. Не, да. Молодец, как бы. Родители как восприняли? Ой, моя мама как бы сначала, зачем тебе это, ну, мне это надо, потому что я хочу, да, и все, да. Все, да, И потом всё, да. смирилась. Испытано на себе. Сколько всего разного. Ну, колонка это ладно. А вот эти трубки, что для чего? Водичку пить? Это питьевая система, да? Ее нужно... Я сделаю, да, распаковка чек. Да. Это вот эта вот фляжка, да, получается? И сколько она литров воды в себя умещает? 3 литра. 3 литра. То есть, кроме того, что 10 килограммов еще бронежилет, автомат, оружие, прочее, там запасные магазины, еще и 3 литра воды, с собой это все таскается. Да. И вообще общий вес именно всей вот этой вот экипировки сколько может? Ну, в зависимости от выкладки, у человека может от 15 до 20. Есть тяжелая выкладка, есть более легкая. У меня, вот, допустим, я еще варбелт взял с собой. Кого? Варбелт Это что такое? это вот пояс. Тоже У меня по тоже сумке. какой-то есть. Ну вот. Ага. Вот. Бронежилет и пояс. Я ношу больше оружия. Боеприпасов просто. Очень много стреляю, поэтому очень много магазинов. А вот пистолетик, да, еще есть? Да. Кто-то использует. Я, допустим, сегодня решил не использовать. Меняем вверх. Меняем вверх. Ну он же все нормально, все как бы полная имитация, так же заряжается. Волна какая? Испытано на себе. Они стрелять начнут? Сразу же? Не, не выйдут. Так, пацаны, сейчас будем вас стрелять, и мы готовы? Они говорят, да, готовы. Ну так было бы лучше.
не заворачивать. Тот самый Пабло Эскобар, который сбежал из тюрьмы. Короче, сейчас поменяли войска, сейчас мы играем за наркокартель, и сейчас у нас караван, который должен доставить запрещенные вещества через границу Мексики с Америкой. Мне кажется, роль злодея у меня получится гораздо лучше. По легенде, в этом самом рюкзаке находится 10 килограммов запрещенного вещества. Задача этой команды – охранять своего курьера, чтобы он смог доставить груз. Второй тоже. Там пистолет. Караван номер 2, караван номер 3 прошли. Караван номер 2, караван номер 3 прошли успешно. Как понял, прием. Все. Идем в рот. Каждый кулек килограмм. Чистый товар. И сколько денег с этого заработать можно будет? Реально? Да. 100 миллиардов. О, Вон здесь какой-то. Обратно как идем? Нам донести все, да? И все. Теперь мы можем героически сдохнуть. А можем сейчас выйти вот так вот. Не, пошли так же обратно. Зачем? Мы сейчас можем выйти на тюрьму. Из тюрьмы там по кругу, да? Да. Из тюрьмы сзади. Короче, это. Короче, смотрите, парни. Короче. Девочка и мальчик. Мы сейчас... Троих вперед. Смотрите. Можно? Мы сейчас где находимся? Скажи. Мы сейчас находимся тут. Ага. Понятно. То есть мы, в принципе, по этой просеке выходим прямо на тюрьму. А зачем нам тюрьма? Что там делать будем? А то, что мы вот этой группе выходим в тыл. А то же самое можно обойти. А, ну в тыл мы обойдем, правда? Да, в тыл. Так. Встречный. Но у нас на точке Е Не сидит. факт, что нас там сейчас встретят. Подожди. Как же, Яха? Яха, ответь гусю. Они же где-то здесь сидели. Где-то вот тут по дороге шли. Они вот тут сидят. А, ну да. А мне сказали, точка Е потеряна. Ну они же там были. Ну, вот так, Ну мы точку Д удержали, они до сих пор там держатся. пошли на точку Е тогда, уточним этот вопрос. Выходи по одному с поднятыми руками! Вот я наблюдаю черный флаг на точке Е по карте. не получается с левой стороны все. Там кто-то в черном.
Все, я убита. По игре я убита. Но на самом деле я морально раздавлена. Это больно. Мне прострелили обе ягодицы, попали в голову. Неприятно, неприятно. Страйкбол – это более профессиональная игра. В ней нет случайных людей, которые просто решили пострелять. В этом и заключается основное отличие от пейнтбола. Страйкбол – это абсолютно другая философия. Здесь игроки доверяют друг другу, так как их объединяет одна цель – насладиться игрой. Сейчас проходит финальное построение, где рассказывают об итогах игры. Игра длилась 6 часов. Можно сразу видеть, что победители радуются, проигравшие, конечно же, переживают. Страйкбол – это, во-первых, игра на честность. Здесь определенно джентльменский кодекс, которого стоит придерживаться. Поэтому, друзья, играйте в страйкбол, смотрите «Испытано на себе» и будьте с нами.